Божье послание говорит вам подготовиться к тому, что в вашу жизнь придет что-то чудесное. Аллах заповедал вам исцеление, свободу, богатство и здоровье. Ваши молитвы будут услышаны, и в вашей жизни произойдут чудеса. Бог может найти выход даже в самые трудные времена. Он действует как ваша умственная и физическая поддержка, защищая вашу душу и питая ваше тело. Если вы будете работать честно, вы обретете счастье и удовлетворение в своей жизни. Давайте повторим это вместе. Иисус мой Спаситель, и Он спасет меня. В этом месяце Бог хочет дать вам и вашей семье бесчисленные возможности и благословения. Он целитель, восстановитель и спаситель. Верь в Бога, Он возьмет на себя ваши битвы и сделает вас и вашу жизнь лучше. Вы собираетесь испытать невероятное богатство без особых усилий. Бог благословит вашу работу и обеспечит ваши нужды. Введите 555 и получите эти благословения до конца недели. Приготовьтесь получить любовь, успех и здоровье, которые наполнят вас неописуемым счастьем. Бог принесет много благословений вам и вашей семье, исцелит и восстановит все ваши раны. Помните, Бог – Бог чудес, и когда вы чувствуете себя подавленным и безнадежным, Он вмешается и пошлет вам чудо, чтобы поднять вам настроение. Доверьтесь своему идеальному времени. Это ваше время обновления, и Бог вернет вам все, что враг отнял у вас, включая мир, богатство и цель. Доверься Ему. Тогда Он никогда тебе не изменит. Будьте готовы получить бесконечные благословения, включая смех, финансовый успех и лучшее здоровье. Когда вы начнете свой новый путь, знайте, что я буду вести вас ярким светом, который покажет вам истинный смысл жизни. Тени исчезают передо мной, и тайны Вселенной открываются перед тобой. И если вы решите пойти со мной, вы обнаружите яркое сияние, которое будет сопровождать ваш жизненный путь. И если вы верите, что ваша жизнь намеренно соткана в более широкую ткань, поймите, что трудности и неожиданности – это не совпадение, а часть более высокого плана. Примите неопределенность, потому что она формирует ваш характер и раскрывает ваши скрытые сильные стороны. Ваша жизнь имеет осознанную цель и ждет, пока вы о ней задумаетесь. И если вы верите в Бога, приготовьтесь к удивительному путешествию, полному преобразующих событий благодаря божественному вмешательству. Представьте, что Вселенная восстанавливает то, что было потеряно, и пробуждает вашу внутреннюю силу для великого возрождения. Благословения скоро снизойдут в вашу жизнь, принеся счастье, любовь и бесконечные возможности. Друзья, примите это послание, полное надежды, успеха и божественного руководства. Сегодня мы начинаем наш совместный путь под руководством Всевышнего Аллаха, который с нами и обещает защитить нас и привести к успеху. В Его присутствии исчезнут заботы и проблемы, а ваши финансовые возможности значительно увеличатся. Приготовьтесь к неделе, наполненной невероятными благословениями, удачей, которых вы никогда раньше не видели, как поток трансформации, который изменит вашу жизнь так, как вы даже не можете себе представить. Пусть к концу выходных ваша жизнь наполнится благословениями, пусть ваши слезы заменятся смехом, любовью и постоянным потоком благословений. Благоговейно провозглашайте: Иисус Христос есть Господь. Помните, что всемогущий Бог всегда с вами,
и оказывает непоколебимую поддержку, направляя вас к развитию ваших талантов, вашего внутреннего «я» и ваших любовных отношений. Вы не одиноки. Поэтому, когда дела идут плохо, обратитесь к молитве и скажите: «Сегодня я готов получить изобилие любви и исцеления. И я готов получить изобилие, которого так заслуживает мое сердце. Пожалуйста». Это испытание веры и знак Вселенной, что вы готовы к чуду, которое вас ждет. Мы приветствуем лучших репортеров, которые могут все это раскрыть. На горизонте вас ждут великолепные события, особенно касающиеся вашего финансового положения. Оставайтесь с верой и благодарностью, несмотря на происходящие беспрецедентные изменения. Бог остается рядом со своим народом и обеспечивает безопасность и защиту. Преимущества включают улучшение здоровья, счастья и финансового благополучия. С приближением 2024 года вас ждет новое начало, полное великих возможностей и приключений. Устанавливайте важные связи, собирайте больше ресурсов и готовьтесь к захватывающим сюрпризам. Ваши уникальные таланты являются частью Божьего плана любви, изобилия и успеха. Окружите своих друзей, семью и себя святой защитой Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Доверьтесь Божьему плану и помните, что на каждую молитву есть ответ. Считайте это признаком того, что дела идут лучше. Чего бы вы ни хотели достичь на этой неделе, верьте, что успех возможен, если вы столкнетесь с трудностями. Помните, что вы справитесь с этим. Ожидайте, что эта неделя будет полна хороших событий, позитивных моментов и достижений. Я помню время, когда я чувствовал себя далеким от Бога без видимой причины, но когда я встретил Иисуса, все изменилось. Я уверяю вас, что Бог обеспечит вас и защитит вас. Верьте, что Бог может все. Бог со мной, признается Он. Иисус хочет, чтобы вы знали, что Он – Бог любви и милосердия и всегда готов быть с вами. Сохраняйте веру, молитесь и доверяйте Его Слову. На этой неделе вас ждут неожиданные позитивные события, особенно в финансовой сфере. Как верующий, у вас есть сила использовать свои слова для решения проблем. Молитесь и будьте активны. Слова имеют огромную силу в жизни и могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Верьте, что Бог заботится о вашем сердце и разуме, и ожидайте, что произойдет что-то позитивное, например, увеличение вашего дохода. Бог готов внести позитивные изменения в вашу жизнь, включая ободрение, любовь и здоровье. Это ваше время успеха, но вас ждут потери и разочарования. Скажите с уверенностью: «Сегодня я готов получить любовь, исцеление и успех, которых заслуживаю. Да поможет Бог и простит меня и мою семью». Спасибо Богу за то, что любишь тебя и послал Иисуса помочь тебе. Благодарите Бога за Его любовь и милость в вашей жизни. Пусть Бог придет в вашу жизнь и ваш дом и сделает все лучше. Будьте готовы испытать прекрасные вещи, добродетели и благословения. Наступающий месяц принесет вам счастье и успех. Ожидайте великих вещей, таких как любовь, деньги, здоровье и возможности. Долги будут погашены и погашены, а ваше финансовое положение улучшится. Приготовьтесь к содержательным молитвам, миру и Божьему благословению.
Бог хочет благословить вас исцелением, любовью и добротой. Будьте готовы к большим позитивным изменениям в вашей жизни. Бог поможет вам и вашей семье исцелить боль, которую вы чувствуете, и вскоре вы сможете наслаждаться хорошими вещами, такими как новая машина и деньги на вашем банковском счете. Верьте, что Бог решит ваши проблемы, исцелит ваше сердце и защитит вашу семью. Вы можете ожидать хороших результатов в своем здоровье, отношениях и финансах. Не волнуйся, Бог с тобой и всегда будет с тобой. В широте Божьих обещаний Он гарантирует, что мягко удалит все следы беспокойства, страха, ответственности и боли, нависшие над вашей душой. Целью проекта является наполнить это бремя всепоглощающим чувством мира, бесконечной любви, обновленной нации и изобилия. Примите твердое решение сегодня и заявите с непоколебимой уверенностью, что вы больше не будете втянуты в дела, находящиеся вне вашего контроля. Признайте, что люди неизбежно привносят свои уникальные качества, работу и уникальные задачи. Но в конце концов, одно остается неизменным. Это означает, что Бог – ваша постоянная сила. Доверьте вам решение своих жизненных проблем. Потому что, молчаливо принимая молчание, мы знаем, что это Бог. Псалом 46 часов 10 минут. Если поддержка нашего сообщества вам по душе, поделитесь своей щедростью через суперчат и пожертвуйте вдвое больше на то, во что вы верите или что вам нравится. Вот 5 глубоких истин, которые помогут вашей душе закрепиться. Доверьтесь Богу в течение жизненных сезонов и доверьтесь Ему, чтобы Он проведет вас через это время и выяснит, что может сломаться. Доверьтесь нашей непоколебимой верности. По повелению Аллаха каждый аспект вашей жизни находится под защитой Аллаха. Верьте, что все сбудется, какими бы большими ни были ваши мечты. По повелению Аллаха Аллах обещает дать вам силу против трудностей, силу в ситуациях, когда давление неизбежно. В минуты печали остановись и жди радости, как волны. Бог уступит тебе дорогу, когда путь покажется неподходящим. Исцеление твое, прими его. Божьи обещания и исцеления сосредоточьтесь на Боге посреди жизненных бурь, зная, что, преодолев трудности, вы не только преодолеете их, но и станете лучше и сильнее, чем когда-либо. Пожалуйста, оцените и поставьте свои цели. А Боже, напиши «Бог со мной», чтобы подтвердить свою связь со Всевышним. Когда вы найдете это сообщение, думайте о нем как о божественном подтверждении того, что вы находитесь именно там, где должны быть. Бог положит конец вашим тревогам. Увеличьте свои материальные блага, привлеките положительные связи и получите ответы на свои горячие молитвы. Небесные существа, которым вы назначены, будут сотрудничать с замыслом Бога, творить чудеса и приносить исцеление. Ожидайте чудесных событий на горизонте, потому что Аллах повелел своим ангелам защищать вас, куда бы вы ни пошли. Псалом 91. Запишите это в своем сердце, столкнувшись с неопределенностью предстоящей недели. Бог преодолеет любую трудность, с которой вы столкнетесь. Вы придаете большое значение заботе о нем в умелых руках, полагаясь скорее на его силы, чем на свои собственные. Когда вы чувствуете себя подавленным, отдайте себя Богу, потому что Божья рука достаточно сильна, чтобы устранить ваши тревоги, сомнения и страхи. Знайте, что во время курортного сезона вас ждут хорошие новости.
Мир переживает трансформацию, и направление многих вещей меняется. Ситуация: вы находитесь на пороге нового сезона благ и благодати Божией. Даже при наличии добрых намерений могут произойти неожиданные вещи. Найдите минутку, чтобы подумать о том, что происходит, и рассмотреть свои варианты. Могут быть другие идеи и решения, которые сделают всех, включая ваших близких, счастливыми и безопасными. На небесах они заботятся о вас и желают вам добра. Прислушайтесь к их советам, потому что они дают нам понимание, которого не видят наши глаза. Следуйте инструкциям, чтобы избежать проблем и встретить приятные сюрпризы. Доверяйте их мнению, потому что они хотят защитить вас и направить к тому, что лучше для вас. Ваша безопасность важна, поэтому не игнорируйте это предупреждение. Быть в безопасности важнее, чем любые сюрпризы, которые они для вас запланировали. Ваши близкие на небесах хотят, чтобы вы знали, что они всегда рядом с вами, заботятся о вас и помогают вам жить счастливой жизнью. Если что-то не так, поговорите с ними и прислушайтесь к их советам. Они не зря вас предупреждают, поэтому прислушивайтесь к их советам и избегайте любых потенциальных опасностей. Знаки – это средства сообщения сверхъестественных сил, и важно их уважать. Прислушиваться к этим предупреждениям или нет – ваш выбор, но, пожалуйста, найдите время подумать и помолиться, прежде чем принимать важные решения. Давайте помолимся вместе и будем благодарны за безопасность и заботу в нашей жизни. Нам нужны советы относительно ситуаций, о которых нас предупреждали наши умершие родственники. Пожалуйста, защити нас и дай нам мудрости, чтобы принимать правильные решения. Благословение тем, кто помогает планировать сюрпризы и избегать ошибок. Спасибо, Боже, за Твое бесконечное присутствие и любовь. Сегодня начало нового путешествия, полного безграничных возможностей. Приготовьтесь к приключению, которое превзойдет ваши ожидания. Выйдите за рамки привычного и откройте для себя что-то новое. Мы преодолеем трудности вместе, потому что сегодня новый день и все возможно. Небесный Отец, я прихожу к Тебе с благодарным сердцем и душой, ищущей мира. Ваши обещания трогают мою душу и напоминают мне, что мои слезы превратятся в слезы радости, моя боль превратится в исцеление, моя борьба превратится в благословение. Я верю в Твою бесконечную любовь и обильную милость. Я благодарю Тебя за то, что Ты являешься источником всего богатства и изобилия, и открываю свое сердце, чтобы получить благословения, которые Ты приготовил для меня в это время. Я верю, что мы вступили в эпоху изобилия, чудес и бесконечной любви. Я готовлю свое сердце и душу к встрече чудесных вещей, которые меня удивят. Я отпускаю все свои сомнения и страхи, потому что знаю, что Ты – могущественный Бог небесного воинства и лучший кормилец. Я доверяю Тебе свои заботы и тревоги, потому что у Тебя есть сила превратить мой стресс, разочарование и бессонные ночи в мир и спокойствие. Во имя Иисуса я заявляю, что с моим здоровьем, временем, деньгами или семьей ничего плохого не произойдет. Я верю, что Он наблюдает за мной каждый день моей жизни и ведет меня от разочарования к счастью. Господь, я принимаю Твои благословения на крепкое здоровье, большие успехи и финансовые успехи. Я думаю, что история моей жизни, полная удач и возможностей, изменится.
Я верю, что ты исправишь все мои поломки и добьешься полного выздоровления, как физического, так и морального. Я прошу, чтобы мне открылись материальные блага и возможности. Я верю в вашу способность изменить любую негативную ситуацию и принести чудесное исцеление в мою жизнь. Спасибо, Боже, за то, что чудесами, превосходящими человеческое понимание, меняешь жизнь людей. Я ищу с открытым сердцем Твоего возлюбленного Сына Иисуса. Мы знаем, что в Иисусе мы имеем жизнь с избытком и не имеем ни жажды, ни голода. Поскольку эта неделя подходит к концу, я желаю вам обильных благословений в виде здоровья, радости и счастья в это время дефицита. Я верю, что дверь к финансовому изобилию широко открыта для меня и бремя финансовой ответственности облегчено. Я с нетерпением жду чудесного выздоровления и свободы от болезней и долгов в конце этого месяца. Я верю в ваши обещания и богатство вашей любви и подтверждаю эти слова громким «Аминь». Благодарю Тебя за Твою божественную милость и изменения, которые Ты внес в мою жизнь. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Наш Небесный Отец, когда солнце восходит и заходит, я стою перед Твоим престолом с сердцем, полным благодарности. Деяния 4, 29-31 говорят нам искать вашего руководства и поддержки, как это делают ваши слуги. Господи, подумай о трудностях и опасностях, которые меня окружают, позволь мне смело говорить Слово Твое. Я помню, как ваши последователи собрались вместе после пылкой молитвы, и земля дрожала, когда ваши слова наполняли их Святым Духом. Дай мне возможность творить чудеса и чудеса Твоим именем. Пожалуйста, чудесным образом вмешайся во все аспекты моей жизни, устранив бремя и заменив его своим миром и любовью. Успокой все бури и наполни мою жизнь своими чудесными чудесами и чудесами. Господь, возьми полный контроль над моей жизнью, восстанови то, что нужно исправить, и позволь Твоей силе восторжествовать. Я полностью сдаюсь и позволяю чудесной силе моего Небесного Отца проявиться во мне. Я благодарю Тебя за Твои чудесные дела в моей жизни и снова молюсь, чтобы Ты дал мне смелость смело говорить Твое Слово. Помни Евреям 4, 29-31. Укрепи меня, чтобы творить чудеса и чудеса во имя Иисуса. Господи, чудесным образом вмешайся во все, что я делаю, и облегчи всякое бремя на моем сердце и замени его Твоим миром и любовью. Отремонтируйте то, что нужно починить в моей жизни, и возьмите мои дела под полный контроль. Небесный Отец, я верю в Твою бесконечную силу и молюсь о Твоих чудесах в моей жизни. Я сохраняю непоколебимую веру в Тебя и оставляю свои трудности и боль у Твоих ног. Я верю, что Ты – источник моей надежды и спасения. Пусть все обстоятельства изменятся к лучшему, чтобы Твои чудеса проявились во всех аспектах моей жизни. Спасибо за Вашу постоянную заботу, защиту, доброту и преданность. Пусть моя жизнь будет благословлена невероятными чудесами и наполнена постоянной верой. Используйте меня как чудесный инструмент, чтобы прославить свое имя во имя Иисуса. Аминь. Представьте себе будущее без препятствий и полное блестящих достижений. Будьте гибкими и позвольте компании осветить ваш путь. Посмотрите, как происходит трансформация, и поделитесь своей непоколебимой верой в силу перемен. Пусть Бог сотворит финансовые чудеса в вашей жизни
и принесет стабильность и мир. Попросите об облегчении вашей боли и доверьтесь Божьей милости, которая выслушает и утешит вас. Он надеется на чудо, которое избавит от бедности и сохранит семейные связи. Пусть материальное и духовное изобилие принесет вам мир, счастье и облегчение. Найдите силу, проницательность и мудрость перед лицом трудностей. Превратите неудачу в возможность для роста, вызов для эволюции и решение для карьерного роста. Будьте со здоровьем, миром, любовью и верой. Будьте маяком мира, делясь добротой с другими и доверяя беспрецедентному обещанию. Мы с благодарностью признаем верность и любовь, которые ведут нас за благословения, которые мы получили и получим во имя Иисуса. Аминь. Будьте готовы к неделе, полной сюрпризов. Мы ожидаем счастья, любви, успеха и здоровья. Ваша вера в Бога привела вас к этому моменту, и Бог щедро благословит вас. Помните, Бог может творить чудеса для вас. Вы почувствуете себя здоровым, сытым и свободным от долгов в кратчайшие сроки. Будьте готовы к жизни, полной благословений, превосходящих ваши мечты в течение следующих 7 дней. Бог будет сопровождать вас на каждом этапе пути и обеспечит вашу победу. Как сказал Иисус, все возможно Богу. Выражайте свою любовь к Иисусу и следуйте Его учениям. Те, кто слушают Его слова, подобны мудрому человеку, построившему свое основание на твердой скале. Иисус – дверь к спасению и обильным благословениям. Ваше бремя и заботы исчезнут, и их сменит поток добра. Верьте, что для вас открыта дверь и что Бог слышит ваши молитвы. Чудеса и великие благословения уже в пути. Даже в трудные времена продолжайте верить в хорошие дни. Вы вступаете в победный сезон, где все будет по-вашему любимым. Каждый день приносит новые благословения от Бога. Так что не отчаивайтесь. Давайте вместе горячо помолимся и единым сердцем и разумом попросим Божьего вмешательства. Мы все молимся Богу, чтобы Он снял бремя, которое нас тяготит. В этот священный момент мы отпускаем страх и доверяемся руке всемогущего Бога. Давайте почувствуем, что принимаем Божью защиту как щит от всякого рода опасностей, скрывающихся в тени нашей жизни. Пусть жестокие бури, опустошающие нас, превратятся в спокойные воды, и пусть наши счастливые сердца найдут утешение и мир в утешительном присутствии всемогущего Бога. В своей бесконечной мудрости Он здесь, чтобы превратить наш стресс, тревогу и разочарование в прочный мир. Мы признаем Его вечного спутника и признаем, что Он заботится о нас с бесконечной заботой и любовью. Обладая этим знанием, мы можем побеждать жизненные испытания и твердо стоять на ногах, зная, что Бог с нами на каждом этапе пути. Восстаньте, укрепленные силой слова Божия, и отбросьте всякий страх, потому что всемогущий Творец с вами. Сила Господня поддержит тебя, помощь Господня направит тебя, и любовь Господня поможет тебе. Примите то влияние, которое у вас уже есть, и приготовьтесь поделиться своими историями об исцелении, процветании, изобилии, успехе, любви, счастье, мире и бесконечной радости. Не бойтесь, потому что присутствие Бога не даст вам разочароваться, когда вы будете плыть по трудным водам жизни. Следующая глава Божьего божественного плана для вашей жизни принесет благословения, которые найдут отклик в поколениях,
и оставят наследие благодати и добра. Приступайте к престолу Божию с непоколебимой уверенностью, зная, что милость Божия не знает границ. Доверьтесь Богу всем своим сердцем и позвольте Его святому водительству осветить ваш путь. Пусть ваша настойчивость, молитвы и настойчивость принесут плоды изобилия и успеха. С уверенностью подтвердите: Иисус – Господь, и признайте свою истинную ценность. Воспринимайте жизнь как эпическое приключение, полное взлетов и падений. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что Бог активно формирует вашу жизнь и ведет вас к берегам успеха. Когда вы устали, найдите Божью силу, которая укрепит вас. Свяжитесь с Богом и попросите помощи на предстоящую неделю. Доверьтесь Господу, признавайте Его присутствие во всех своих начинаниях и замечайте таинственные изменения, которые происходят с постоянной верой. Ожидайте, что загруженные аспекты вашей жизни чудесным образом исправятся. Ваши мечты, отношения, здоровье, финансы и счастье будут преобразованы вашей непоколебимой верой. Бог вдыхает новую жизнь в ваш успех и готовит чудеса, которые произойдут неожиданным и впечатляющим образом. Пусть молитва всегда поддерживает тебя, зная, что чудеса происходят каждый день, даже среди трудностей. Демонстрируйте свою сильную веру в Иисуса и Бога и укреплите свое спасение каждым откровением. Пожалуйста, продолжайте верить в обещание светлого будущего, потому что у Бога есть идеальный план специально для тебя, любовь моя. Я хочу, чтобы ты почувствовал тепло моей любви, принимая эти слова. Представьте, что кто-то стоит рядом с вами и говорит прямо к вашему сердцу. Откройте свое сердце и укрепите божественное единство между нами. Сегодня не тот день, чтобы волноваться. Пришло время жить настоящим. Почувствуйте тяжесть сегодняшнего дня и не обращайте внимания на завтрашний день и не зацикливайтесь на прошлом. Прошлое не является зеркалом вашего будущего. Устраните ложных шептунов. Поймите, что я заплатил за вас высшую цену и что моя любовь была прекрасно выражена через жертву на кресте. Отвергайте ложь, которую другие пытаются вам продать. У меня нет никаких ограничений или каких-либо других причин. Моя любовь ясно видна и видна в кресте и воскресении. Я сегодня недалеко. Я огонь, который горит внутри вас, защищая вас от разрушения и искажения. Давайте насладимся этим моментом. Присоединяйтесь к маслу радости и освободите себя от отчаяния, слез, беспокойства и страха. Поверьте, отныне я буду главным. Верьте в обещания, которые я даю и которые продолжаю давать. Сегодня я буду активно формировать вашу жизнь и преобразовывать ее в жизнь, отражающую мою любовь. Вы не можете создать больше путаницы, чем это. Мои навыки уборки всегда помогут вам. Не стесняйтесь помочь мне. Как много воды, внимательно прислушайся к тембру и мелодии моего голоса. Погрузитесь в поток моего голоса и подумайте о раскрытии секретов внутри вас. Вы устроены страшно и чудесно, и ваши драгоценные сокровища свободны от греха и разбитости. Пусть мелодия моего голоса эхом отдается в твоей душе. Мои слова – это мощная сила, которая раскрывает скрытые тайны внутри вас. Удивитесь, когда окажетесь в священном месте, окруженном моей поддержкой и силой.
Откройте рот, и я наполню его словами победы, устраню сомнения и компромиссы, врагу не будет покоя. Я воин, сражающийся за вас, наберитесь мужества. Тот же ангел, который был с Иисусом Навином, сегодня с вами. Смотрите, как ваши враги склоняются в поражении и текут слезы радости из-за вашей победы на кресте. Почувствуйте абсолютную красоту этого момента и позвольте слезам благодарности и радости течь по вашим щекам. Хорошие новости. Бог дает вам послание. К концу этого месяца вы сможете без стресса зарабатывать много денег. Эти деньги принесут в вашу жизнь много хорошего, например, счастье и мир. Если вы поверите в Бога, ваше финансовое положение значительно улучшится, а также улучшатся ваши семейные отношения. Эти слова сказаны во имя Иисуса и обязательно сбудутся. Давайте готовьтесь. В вашей жизни происходит много хорошего и великие перемены, и все благодаря милости Божией. Ожидайте, что на вашем пути произойдет много хорошего, поскольку эта неделя подходит к концу. Неожиданные благословения, любовь и деньги будут продолжать сыпаться на вас. Бог обещает дать вам больше, чем вы сможете выдержать. Поступая так, вы сможете оставить наследие успеха своим детям и внукам в будущем. Однако, чтобы получить это благословение, не забудьте посмотреть видео до конца и произнести слова вслух. Потому что твои слова имеют силу. С Божьей помощью на вашем банковском счете будет больше денег, чем вы когда-либо могли себе представить. Фактически, на этой неделе выйдет 10 миллионов долларов, и к концу 2024 года вы станете миллионером. Вас и вашу семью ждут успех, счастье и здоровье. Просто доверьтесь Божьему плану и верьте, что Он не оставит вас, когда дела станут трудными. Помните, что Бог все контролирует и сделает вашу жизнь лучше. И работа, и любовь принесут удовлетворение. Чудеса и прекрасные вещи исходят от Бога, так что имейте это в виду, особенно во времена неопределенности. Поскольку ноябрь заканчивается и начинается декабрь, будьте готовы к позитивным переменам. Оно будет усилено и наделено новыми полномочиями. Твои раны заживут, и твоя душа обретет покой. Бог обещает дать вам и вашей семье множество благословений, благословений свыше. Бог может превратить вашу печаль в радость, вашу слабость в силу и вашу печаль в радость. Остаток этой недели принесет в вашу жизнь замечательные события. Бог даст вам исцеление, благословение и благословение. Вы сможете погасить свои долги, приобрести дом своей мечты и позаботиться о своих близких, как никогда раньше. Как Бог изобилия, Бог хочет, чтобы Его дети жили легко, были здоровыми и успешными, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся. У Бога есть безграничная сила, чтобы помочь вам, когда дела идут плохо. Когда мы обращаемся к Богу в минуты отчаяния, Он превратит нашу ситуацию в нечто чудесное, превратит отчаяние в надежду и достигнет того, что кажется невозможным. У Бога есть для вас особый сюрприз. Читая эти слова, знайте, что исцеление, благословение и финансовый прорыв, в которых вы нуждаетесь, уже начались. Ваш верный Создатель по своей милости и доброте начал нечто, что произведет невообразимые чудеса. Сегодня Бог обещает защитить вас от вреда, ваше здоровье, ваше время,
вашу душу, вашу семью и многое другое. Он твой защитник, Он защищает тебя и борется за тебя. Вселенная находится в гармонии с вами и приносит вам изобилие. Вы получите все, что захотите. Вы найдете лучшую работу с более высоким доходом, а завтра вас ждет великое благословение, которого вы никогда не ожидали. В эти выходные ваш телефон зазвонит с хорошими новостями, и в этом году в вашу жизнь придет настоящая любовь. Даже если люди ранят вас, Бог уверяет вас, что Он исцелит вас. Верьте, что эта новая неделя принесет вам радость, хорошие времена, замечательных людей и изобилие, потому что Бог с вами, чтобы вы не столкнулись. Настоящая любовь войдет в вашу жизнь и произойдут чудеса. Меньше чем за час то, что вы хотите и желаете, внезапно сбудется. Победа за вами, поэтому доверьтесь Богу и перестаньте зацикливаться на прошлом. Сосредоточьтесь на поиске чего-то нового, используйте о себе положительные слова и измените свою жизнь. Практикуйте благодарность каждый день, чтобы привлечь больше благословений. Вы достойны всего, что может предложить мир. Бог приглашает вас молиться в минуты молчания среди своих близких, тех, кто вас приглашает, и тех, кто в нужде. Молитва – это тихая сила, и Бог будет любить вас и направлять вас в вашем путешествии по земле. Бог создал вас и спасет вас в трудную минуту. На этом проницательный взгляд на кого-то завершается. Вы искали ясности, а не путаницы. Завтра вас ждет встреча. Всегда помните, что вы можете доверять моей бесконечной силе и верности. Сколько бы лет ни прошло, я никогда не оставлю тебя беспомощным, никогда не оставлю тебя и никогда тебя не забуду. Не напрасно я пострадал и пролил за тебя кровь свою на кресте. Когда к тебе приближаются твои враги или трудности, или ты чувствуешь себя слабым, нуждающимся или больным, знай, что я всегда с тобой. Повторяйте это до тех пор, пока это не запомнится вам. Желаю, чтобы ты всегда был ко мне внимателен и каждое утро помнил мои слова. У меня есть все силы, чтобы спасти тебя. Я повторяю это каждый день, потому что очень хочу. Я хочу, чтобы ты был наполнен верой, спал с миром в душе и каждое утро просыпался с энергией в душе, зная, что мое обещание никогда не будет нарушено и что я никогда не оставлю тебя. Я говорю тебе правду, я люблю тебя и всегда буду благословлять тебя. Так было всегда и будет так впредь. А теперь скажи мне, ты веришь в это? Я хочу услышать твою силу и радость из твоих уст. Вы вот-вот получите это благословение, а враг пытается отделить вас от меня со всем своим гневом. Но не волнуйтесь, если кажется, что дела идут не очень хорошо. Не сдавайся. Теперь я понимаю, что ты чувствуешь. Посмотри на меня, мы в этом вместе разберемся. Не уходи, не прячься. Думаешь, я не настоящий? С чего ты взял, что я не могу тебя любить? Не сдавайся, ты важен в моих глазах. Я плачу, когда слышу твои сомнения, потому что мое сердце чувствует то же самое. Я очень тебя люблю и никогда не хочу, чтобы ты меня покидала. Ты мой ребенок, моя любимая дочь. Как ты можешь не любить меня, когда ты всеми забыт, погребен во тьме депрессии, когда ты веришь, что твой конец пришел? Я пошел к вам навстречу, вы меня не просили первым,
я пришел к вам и принял вас с великой любовью, нежностью и нежностью, я очистил вашу душу. Пожалуйста, очистите меня, исцелите меня, и я исцелю вас. Это правда. Идите снова, и вы, возможно, возродитесь заново. Будьте осторожны сейчас, потому что теперь ты понимаешь, что данное мной обещание невероятно, и я никогда его не нарушу. Никто не слушает, никто не может вас разлучить. Моя любовь к тебе бесконечна. Если ты сомневаешься, то это потому, что твое сердце полно и ты слушаешь других, но не забывай об этом сейчас и приди в мои объятия. Я плачу по тебе, мне огромное счастье, что ты бежишь по моему пути. Жизнь полна трудностей, и могут возникнуть сомнения, но они пролетят над головой, как птица. Если вы не будете осторожны, они вторгнутся и устроятся в вашем сердце, исказят ваши мысли и отделят вас от моей любви. Помните чудеса, которые мы пережили вместе, сражайтесь с темной стороной, сражайтесь в битвах, которые вы пережили. Не позволяйте этим негативным мыслям проникать в ваш разум, не позволяйте врагу сеять, не отвергайте смертельные семена, которые посажены в вас. Я выкину это замешательство из твоей головы прямо сейчас, и ты немедленно оставишь эту печаль позади. Мое имя в твоем сердце, ты не усомнишься в моей вечной любви, я не буду лгать тебе, обещаю. Даже если все отвернутся, даже если ты почувствуешь себя одиноким, несмотря ни на что, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя и твою семью, а также благословения и подарки, которые я тебе дал. Теперь скажи мне, что ты будешь делать. Вы верите словам? Можете ли вы без сомнений понять в своем сердце все, что видите и чувствуете? Я гарантирую вам и гарантирую вам еще раз, вы не будете разочарованы. Торжественно заявляю, что мое обещание не было напрасным. Пожалуйста, идите со мной рука об руку со спокойным, нежным и уверенным сердцем. Мой завет с тобой вечен и нерушим. Я знаю, жизнь настолько занята, что иногда забываю, но, пожалуйста, когда тишина, когда утихает шум, когда у тебя есть время поговорить со мной, каждый миг моего существования в этом мире более в 1000 раз ценнее. Пожалуйста, помните об этом. Приходите ко мне, я жду ваших молитв. Помните, что мир, которого желает ваша душа, можно найти только через прекрасную и искреннюю веру в мое слово. Я говорю это, потому что следую за вами. И если это написано, то потому, что мое обещание сильнее и могущественнее всего в этом мире. Ты любишь меня. Ты отдал мне свое сердце, ты питаешься моим словом и веришь ему всей силой души, и это наполняет меня радостью, дитя мое. Тогда я обещаю дать тебе большую награду. Я даю тебе невероятную силу, я даю тебе силу противостоять змеям, скорпионам, огненным ветрам и всем путям боли. У вас есть божественная способность заставить замолчать голодного льва и остановить пожирателя. Мне не нужно хвастаться или кричать, чтобы раскрыть свою силу. Все, что вам нужно, это ваша чистая и смиренная вера, ваш благодарный дух, ваше непоколебимое послушание и ваш внутренний воинственный настрой. Враг трепещет не громкими голосами, а истинной верой. Молитесь, я слышу ваш призыв к миру и посылаю вам слова мира отсюда. Почувствуйте сегодня дыхание Бога в своей душе. Ощущение умиротворения. Воспользуйтесь моментом,
чтобы открыть губы и сказать «спасибо». Потому что это самая прекрасная молитва, которую вы можете сказать мне. Не волнуйся, я слушаю каждое твое слово. Он знает, что у меня есть ответ еще до того, как вы спросите. Но я хочу, чтобы вы укрепили свою веру, чтобы вы не полагались только на свои силы и мысли. Мы не знаем всего, так что будьте умны и скромны. Подобно рыку льва в духовном мире, во тьме таятся опасности и ловушки. Пожалуйста, будьте осторожны и отнеситесь к этому серьезно. Поэтому всегда молитесь и в радости, и в беде, и в конфликте, и в тревоге. Поговори со мной. Это просто вера. Поверьте мне, имейте смелость плакать, где бы вы ни находились. Тогда я отвечу. Когда ты придешь ко мне, ты почувствуешь руки моего Святого Духа, и я не отпущу тебя, пока твое сердце не успокоится. Я позабочусь о том, чтобы вы не жили в страхе и отчаянии. Каждое утро я стучу в дверь твоей души, просыпаюсь рано, пока другие еще спят, и начинаю день на коленях, живя своей верой. Пожалуйста, прибудьте благополучно. Мы ждем вас с распростертыми объятиями. Мне нравится, как вы работаете честно и с истинными убеждениями. Не бойтесь выражать свои потребности, какими бы незначительными они ни были. Ваши молитвы ценны и важны для меня. Вы знаете, каковы ваши настоящие приоритеты. Вы не ищете роскоши или показухи. Поэтому я говорю вам авторитетом слова: не бойтесь, не отчаивайтесь, но постоянно молитесь за свою жизнь, свою будущую жизнь, свое здоровье и благополучие. Молитесь за его семью, детей, стариков и молодежь. Молитесь за всех его родственников, за тех, кто хорошо к нему относился, и даже за тех, кто его презирал. Послушайте, те, кто отверг его, однажды покаются и попросят прощения за то, что недооценили его. Не зли меня, не говори ни о ком плохо, просто благослови свои слова. Даже если вы произносите слова поклонения и стараетесь их избегать, лучшее, что вы можете сделать, это молиться и прощать. Мой Святой Дух будет говорить резко и показывать вам ваши ошибки. Вскоре они откроют глаза, осознают свою ценность и поймут, что вы благословение. Никогда не прекращайте молиться, несмотря ни на что. Счастье не удерживает вас от нужды. Не позволяйте болезни украсть ваш покой. Я никогда не позволю тебе нести больше бремени и трудностей, чем ты можешь вынести. Вы никогда не будете одиноки или беспомощны. Когда вам плохо, не слушайте свои негативные эмоции. Он настаивает, плача. Мое слово верно. Мои обещания всегда будут выполнены. Мы гарантируем, что все ваши молитвы будут приняты. Для меня нет ничего невозможного. Я отвечу тебе и дам тебе именно то, что ты благословил, придав тебе больше смелости и сил. Не жалуйтесь на поздние ответы, если вы следуете вредным привычкам людей. Научитесь доверять и концентрироваться на том, что действительно важно. У вас есть жизнь, и вы окружены своей семьей. Несмотря на трудности, лучшее у вас уже есть. У тебя есть я, у тебя есть убеждение. Если ты действительно любишь меня, я хочу, чтобы ты был мне верен. Накормите свою душу и наполните свой разум. Поставьте эту цель.
Из твоих уст будут выходить только хорошие и красивые слова. Я знаю, что многие люди оттолкнут тебя или скажут то, что ты не имеешь в виду. Решите сейчас. Я хочу изменить ваше мнение, ваше будущее, вашу семью и ваше финансовое положение. У меня есть для тебя большие благословения. Ваши молитвы имеют решающее значение для того, чтобы внести в вашу жизнь мощные изменения и удивительные чудеса. Следовать за «не волнуйся», ты уже видишь своими глазами, как сильно я тебя люблю. Последнее слово во всем остается за мной. Поверь, твоя жизнь в моих руках. Я не оставлю тебя. Люди могут говорить и думать что угодно, но это ничего не меняет. Они не причинят тебе вреда. Я люблю тебя, и ты не упадешь. Ты будешь богат. Исцели тебя и твою семью от всех болезней. Я благословляю вас изобилием и миром. Теперь твое время, послушай меня. Тот, кто говорит, что не может измениться, лжет. Они сказали, что ты никогда не изменишься, ты станешь хуже, ты обречен на провал, ты никчемный человек. Но ты набрался смелости подойти ко мне. И даже если ты поначалу считал себя недостойным моей любви, ты доказал, что мои слова, моя искренность и мое присутствие – правда. С неба на тебя обрушится водопад любви. Тебя сильно ранила ненависть, но эта вода любви исцелила тебя. Я обновил его каменное сердце, теперь это доброе и простое сердце, разбившееся в его груди, полно веры, сформировано надеждой, жаждет жизни, невинно, как ребенок, сильное и твердое, как воин. Прошлое позади. Примите свою новую реальность. Вы станете новым, более умным и терпеливым человеком. Я даю вам душевное спокойствие, но ваш долг молиться и делать все возможное, чтобы избавиться от прошлых вредных привычек и мыслей. Защищать и заботиться о тебе – это то, что я делаю днем и ночью. Не бойся даже в темноте. Я защищу тебя непробиваемым щитом. Мой свет осветит тебя. Пожалуйста, откройте дверь своего сердца. Готовьтесь к переменам. Примите моего Святого Духа, который наставит вас на всякую истину. Подобно тому, как горшечник лепит глину, когда Бог держит тебя за руку и освещает твой путь, страх и страх потеряют над тобой всю свою власть. Эмоции не затрагивают тебя, потому что в твоем сердце только моя любовь. Не позволяйте боли или сомнениям сломить вас. Я тебя люблю. Мое обещание, данное вам, выполнено. Моя воля сбылась. У меня есть свое слово. Пусть мои благословения достигнут тебя. Люблю тебя таким, какой ты есть. Вы очень важны для меня. У меня на тебя большие планы, и все произойдет так, как я планировал. Я направлю вас на правильный и верный путь к вашей цели. Я передам в ваши руки то чудо, которое вам нужно, и ответы, которых вы так долго ждали. Найдите время для молитвы, и желаемое вскоре сбудется. Если вы позвоните мне утром, если позволите мне посидеть у вас на коленях перед сном, вы поймете, что на ваши молитвы уже есть много ответов. Наполните его моими словами, и все будет выглядеть и ощущаться по-другому. Ваша личность меняется, и даже люди, которые вас оскорбляют, начинают меняться. Ваша надежда будет обновлена.
Ваша улыбка станет ярче, лицо будет выглядеть увереннее, и вы заслужите больше уважения. Вы еще не проиграли и никогда не потеряете. У меня есть твоя жизнь и твоя сила, и ты имеешь право восстать из праха и быть счастливым. На третий день я воскрес, и ты воскрес со мной. Примите это, поверьте, примите это. Он наполнен этой божественной силой, которая разделяет воды бушующего океана и позволяет безопасно пройти сквозь бушующие воды к месту назначения. Я буду с тобой, когда ты перейдешь бурную реку. Никогда не тонуть. И сквозь огонь можно пройти и не обжечься. Я дал тебе силу противостоять змеям, скорпионам и прежде всего вражеским силам, и ничто и никто не сможет причинить тебе вред. Мои благословения безграничны. Я защищу тебя, я позабочусь о тебе. Я люблю тебя, потому что я твой отец. Относитесь к себе с любовью. Тебе не обязательно заслужить мою любовь. То, что у меня есть для тебя, принадлежит тебе и никому другому. Теперь верою призовите меня, когда я вам понадоблюсь, и я отвечу. Мы познакомим вас с удивительными и неизведанными вещами. Я хочу продолжать слушать и слушать. Я рассказываю тебе о своих благословениях и о своей любви к тебе. Будет борьба, трудности и конфликты, но ты мой. Я тебя люблю. Я твой пастырь, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Я хочу, чтобы ты полностью понял, кто ты и почему я выбрал тебя таким любимым и благословенным. Пожалуйста, скажите мне, во что вы верите. Пожалуйста, примите эти слова с верой. Почувствуйте мое присутствие, слушая или читая. Вдохните этот аромат и впитайте его суть. Наслаждайтесь этим опытом. Когда вы преклоните колени в молитве, к вам придет радость, счастье, радость. Эти прекрасные чувства принадлежат вам и останутся навсегда. У меня богатая жизнь. Поэтому я сделаю каждую часть твоего тела, души и духа здоровой и свободной и наполню тебя моим Святым Духом. Мы посетили каждый уголок ваших мыслей. Эти боли, забытые боли, сожаления, неразрешенные ошибки заканчиваются сегодня. Наслаждайтесь этим прощением и наслаждайтесь очищением, которое я приношу вашему сердцу. С сегодняшнего дня ты будешь плакать, но от радости, счастья, радости. Дотянитесь до небес и получите потоки благословений на себя и свою семью. Смочите волосы этой святой водой и смягчите одежду, пока она не станет тяжелой. Но, пожалуйста, не нести больше тягостного и ненужного бремени. Я осыпаю вас своей несравненной славой, которая вызовет удивительные изменения и преобразования. Это момент, которого вы так долго ждали, и я тоже с нетерпением ждал его. Пришло время изменить свое прошлое, исцелить свое прошлое и вернуть то, что было украдено. Сейчас настало время обновить свою жизнь и еще раз поверить во все, что я тебе обещал. С сегодняшнего дня ты многое изменишься и поймешь, что ты совершенно другой, переродившийся, новый человек. Пойманные враги больше не смогут приблизиться к вам. Люди смотрят на вас и знают, что в вас есть что-то уникальное и особенное. Некоторые из вас будут ненавидеть и бояться нечестивцев, потому что они знают, что конец близок. Вы и ваша семья побеждаете, а нападавшие на вас хулиганы терпят поражение и больше никогда не восстанут.
Я наполню тебя, как сосуд, чистым целебным маслом через моего Святого Духа. Я забочусь о вас с великой любовью и изливаю на вас это великое благословение. Подумайте о том, какие замечательные дела вы собираетесь совершить. Сколько людей вы планируете благословить? Семья твоя очень поможет, тебя убережет от беды, болезни и смерти, ты многое сбережешь. Завязываются новые знакомства, меняются характеры. Ты сегодня сияешь и счастлив. Хорошие люди хотят поделиться с вами своими благословениями. Я хочу сделать тебя сильнее и сказать всем, что я тебя очень люблю. Говорите уверенно и говорите слова жизни, и надежда польется из ваших уст. Ты никогда не оставишь меня, ты будешь продолжать знамения, которые я дал тебе, прощение твоих грехов и излияние моей крови, которая очищает тебя и дает тебе вечную жизнь. Я счастлив быть твоим отцом, и ты будешь рад дарам и чудесам, которые получишь от меня. Потомство твое будет многочисленно, как песок морской. Я тоже, который вчера нежно любил тебя, и с каждым днем люблю тебя все больше. Твое будущее в моих руках, но мне нужна твоя вера. Еще раз проигнорируйте это сообщение. Также, пожалуйста, не злоупотребляйте этой средой, о которой я вам говорил. Я выбрал людей со смиренным сердцем, чтобы выполнить эти обещания и поделиться с миром этими тремя прекрасными и святыми словами «Бог благ». Я всегда дарил и всегда буду дарить тебе любовь, ласку и доброту. Это нормально, потому что я автор и создатель своей веры. Я отметил сотворение мира своими руками. Своей мудростью я установлю границы между звездами, планетами и всеми важными элементами вашей жизни. Вы были созданы из почвы, и однажды вы вернетесь в почву, в мир, в котором находится ваше тело. Пока твоя душа терпеливо ждет со мной, пока не придет конец, я превращу твое тело из земли в священное, вечное, бессмертное тело. Приходите с моими слугами, и вместе мы вернемся на эту землю, чтобы противостоять силам зла. Приготовься, потому что однажды ты будешь править рядом со мной. Но не прекращайте молиться, пока этот день не наступит. Я думал, что его невозможно остановить. Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что выполнишь мою просьбу. А теперь скажи мне своими словами, что я люблю тебя навсегда. И если вы хотите, чтобы другие получили те же благословения, которые есть у вас, поделитесь этой статьей со своими близкими и нуждающимися. Присоединяйтесь к моей армии хороших новостей и давайте праздновать жизнь вместе. Я никогда не ошибаюсь. Все происходит не случайно. Каждое событие в вашей жизни имеет божественную цель. Ты мое самое большое сокровище. Ты сильный. Даже если этот момент еще далеко, я обниму тебя с любовью и продолжу целовать, как бы я ни злился. Мои показания остаются неизменными с течением времени. Моя преданность вам непоколебима. Когда вы в депрессии и ищете быстрый способ избавиться от боли, я пришел к вам. Но я показал, что истинная целостность и мир не являются иллюзиями. Настойчивость, преодоление трудностей и доверие моим словам – это путь к свободе и победе, которых вы желаете. Поймите свою огромную ценность. Как верный друг, я видел твои слезы, разделял твою боль и предлагал утешение, чтобы ты мог найти в себе силы продолжать борьбу.
Я буду рядом с тобой, я помогу тебе, когда ты позовешь меня, я буду сражаться за тебя, когда ты устанешь. Мои небесные легионы защитят тебя, когда ты почувствуешь слабость, и защитят тебя от опасностей, которые часто остаются незамеченными. Я приоткрою завесу, скрывающую духовный мир, чтобы вы могли увидеть работу моих храбрых ангелов, которые защищают вас. Я избежал фатальных происшествий, защитил вас от болезней, разрушил замыслы нечестивцев и наказал ваши души от врагов. Я подтверждаю свою безусловную любовь к вам и уверяю вас, что несмотря ни на что, вы будете защищены моей любящей защитой. Но в настоящей любви не впадайте в депрессию и не пугайтесь, когда сталкиваетесь с трудностями. Пожалуйста, доверьтесь мне и пообещайте, что слова других людей не повлияют на вас. Мои руки будут вокруг тебя, и никакие угрозы или ложь не причинят тебе вреда. Вы находитесь в высоком состоянии веры, зрелости и мудрости за пределами конфликтов, искушений, уродства и обиды. Они интересуются вашим мнением, они знают, что в случае успеха ваше мышление выйдет из-под контроля и приведет вас по опасному и потенциально разрушительному пути, нарушая ваше душевное спокойствие, и они пытаются вас потревожить. Поэтому примите мой мир, который является актом веры. Пожалуйста, выделите немного времени и поделитесь со мной своими мыслями и словами. Сила моего слова освободит ваш разум от тревог, вызванных ложью. Даже если плохие новости правдивы, не позволяйте им украсть ваш покой. Посмотри им честно и поговори прямо со своей душой, потому что я буду с тобой навсегда. Те, кто нападают на вас, думают, что вы беззащитны и что их слова могут вас ранить, но не позволяйте им в это поверить. Не позволяйте обману и лжи занять ваш разум и сердце. Я дам тебе силу победить врагов твоих, и если ты сбился с пути, я с любовью выслушаю крик твоего сокрушенного сердца. Пожалуйста, поверьте этому. Оставив плохую и вредную дружбу, вы сможете обрести истинное счастье и обрести богатые блага. Это зависит от вас, кому вы доверяете. Я знаю, что ты спрашивал меня много раз, но помни, ты человек. Но теперь ты знаешь, что я твой Бог. Ты даешь веру, я даю силу. Я знаю, что ты иногда допускаешь ошибки, но я здесь, чтобы помочь тебе, и я всегда это делаю. Я защитил вашу семью от вреда и буду продолжать это делать. Но я также хочу, чтобы вы и другие члены вашей семьи искали меня, верили моим словам и получали полноту моих святых благословений. Я призываю вас поговорить с ними и рассказать, что я знаю каждую деталь их жизни и имею особые планы на каждого из них. Не расстраивайтесь, если вы потеряете имущество, дружбу, работу или планы пойдут наперекосяк. Пожалуйста, перешлите им это сообщение. Все происходит согласно Божьему замыслу. Наш любящий Бог все контролирует, и в конце концов даже плохие ситуации решатся в нашу пользу. Ежедневно делитесь со мной. Развивайтесь, всегда будьте благодарны в радости и печали и верьте этому, когда ваше сердце полно. Чудеса произойдут со славой. Дайте ему понять, что ему не о чем беспокоиться и что все в порядке. Больших благословений вам и вашей семье. Вы сохраняете свою веру. Вы готовы получить благословения, которые я приготовил для вас. Я также молюсь, чтобы вы вышли из трудных времен
и освободились от давления чувства неудачи. Позвольте мне сказать вам следующее. Ни один из моих сыновей и дочерей не потерпел неудачу и никогда не потерпит неудачу. Я люблю заботиться о них, готовить для них и ремонтировать их. Если ты упадешь, ты встанешь. Если они совершают ошибки, они признаются мне в своих ошибках, и я прощаю их с терпением и любовью. Они поднимутся, стряхнут пыль, поверят моим словам и решительно пойдут вперед к своей цели. Мои сыновья и дочери совершают ошибки, но у них есть смирение и способность признать свои недостатки, принять мое прощение и отпустить свои проблемы и вину. Вы никогда не терпели неудач. Враг воспользовался твоей слабостью и причинил тебе вред, но у тебя отобрали все. Имейте надежду, что боль сейчас очень временна, и Бог всегда присутствует в вашей жизни. Если вы читаете это, ваши молитвы, скорее всего, сбудутся. Визуализируйте это, желайте этого, работайте над этим. Любовь растет в изобилии, прошлая боль исчезает и рождаются радость, смех, любовь и изобилие. Мы преодолеваем трудности вместе. С Божьего позволения тебя ждет хорошее будущее. Даже если не все тебя поймут, наступит день, когда те, кто причинил тебе зло, пожалеют об этом. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением и попросите благословения. Бог испытывает вашу любовь испытаниями, но каждое испытание заставляет вас расти. Гордитесь своим ростом. Цепи прошлого будут разорваны, и все будет развиваться гармонично, порой превосходя ваши ожидания. Верьте в путь, который открывается перед вами. Дорогой Бог, помоги мне измениться, принять потерю и с нетерпением жду благословений, которые Ты приготовил для меня. Господь предлагает Тебе свою любовь. Я говорю аминь всем Твоим благословениям. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с теми, кто находит утешение. Также рекомендуем подписаться на наш канал, чтобы укрепить свою веру и всегда помнить, что Бог с вами. Найдите покой в Господе Иисусе, пока мы не встретимся снова. Аминь. Пожалуйста, смиренно примите мою поправку. Пожалуйста, выслушайте мое сообщение и уделите мне все свое внимание. Не позволяйте гордости переполнить ваше сердце. Надеюсь, вы такие же скромные и простые, как я. Сейчас настало время встать и отпустить свои прошлые ошибки, не теряя при этом веры. Поднимите глаза и наслаждайтесь благословениями, которые еще впереди. Ибо я, Отец ваш Небесный, избрал вас наследниками благодати. Я даю вам возможность сосредоточиться на моих словах, предпринять действия, которые будут способствовать вашему росту, и посвятить свою энергию распространению счастья среди тех, кого вы любите. Меня поддержали многие люди и в трудные, и в счастливые времена. Есть люди, которым нужна ваша помощь. Я могу использовать вас как пример справедливости и щедрости, как инструмент для благословения всего сообщества. У вас щедрое сердце, в ближайшие дни вас ждет много хорошего. Спасибо, что приняли это сообщение. На данный момент, если вы посмотрите это видео, вы получили сигнал. Доверьтесь своей интуиции, чтобы решить, какое божественное послание вы получите следующим. Спасибо за внимание. У меня к вам особая просьба. Пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум в 3 группах WhatsApp.
Поэтому Слову Господню будет легче достичь тех, кто в нем нуждается. Храни тебя Господь.